Жамбылская область, Сарсусский район, город Жанатас, школа-гимназия имени Мухтара Ауэзова. Учитель русского языка и литературы Дусенова Жазира Асылхановна. Предмет русский язык, класс 3, раздел «Время», тема «Круглый год». Цели обучения, которые необходимо достичь на данном уроке. Создавать высказывания на основе темы, предложенной учителем. Определять тексты разных жанров. Различать текст, повествование, описание. Различать и использовать письменной и устной речи, слова-предметы, слова-признаки, слова-действия и изменять их по числам. Привитие ценности. Прибивать детям чувство ответственности. Ценить и знать правильное употребление времени. Понимать, какую ценность представляет время. А теперь давайте друг другу поднимем настроение. Солнце радостно проснулось, осторожно потянулось. Лучиком пора вставать и урок наш начинать. Здравствуйте, дети! Сәлеметсіздер балалар? Hello, children! Проверка домашнего задания. Выучить наизусть стихотворение «Королевство минуток». Раз секунда пролетела, оглянуться не успела. 60 секунд промчались и минуткой оказались. Ну а 60 минут целый час с собой ведут. Час за часом 20 раз и 4 про запас. Сутки полные проходят, день и ночь с собой уводят. А теперь, ребята, отгадайте загадки. Есть у природы 4 страницы, есть у погоды 4 сестрицы. Молодцы, ребята, это у нас время года. Ребята, послушайте внимательно, обратите внимание. Сейчас я вам прочитаю загадки, употребляя прием. Послушай, отгадай, повтори. Ваша задача – отгадать их. Дождливая, прохладная, птиц в стай собирает и на юг провожает. Это у нас осень. Молодцы. Тройка прилетела. Скакуны в той тройке белой. Белокоса, белолица, как махнула рукавом, все покрылась серебром. А это у нас зима. Молодцы. Дючание ручья, раскаты грома, веселые капли дождя, сияние солнца. А это весна. Жаркий, знойный, душный день, даже куры ищут тень. Началась козьба хлебов, время ягод и грибов. Это у нас лето. Молодцы, ребята, вы все дружно отгадали загадки. Ребята, я предлагаю вам познакомиться с новыми словами, употребляя прием «послушай, прочитай, повтори». Круглый год, желбоя, all around. Солнце, күн, sun. Дуб, емен, oak. Елка, шиша, тры. Работа с учебником. Послушайте текст. Почему круглый год?
Потому год круглый, сказала солнце, что земля вокруг меня мчится по кругу. Как полный круг сделать, так и год. И совсем не потому, проскрипел дуб. Год потому круглый, что за год на всех деревьях годован кольцо нарастает. Как год, так новое кольцо. А кольцо тоже круг? Нет, друзья, прошептала елка. Ведь всем известно, что мы, елки, круглый год зеленые. А как же мы могли бы быть зелеными, если бы год не был бы круглым? Ребята, о чем этот текст? Правильно, это текст о круглом годе. Точнее, о временах года. Упражнение второе, страница 67. Справимся с этим заданием, используя прием «Я исследователь». Найди в тексте предложения, в которых солнце, дуб, елка доказывают, что они правы. А ты как думаешь, кто прав? В этом рассказе больше слов описаний или слов действий. Какой это тип текста? Запиши тетрадь, словосочетание, главный герой, слово, действие. Солнце сказала, дуб проскрипел, елка прошептала. А теперь все дружно попробуем продолжить каждый ряд, употребляя прием «Подбери и дополни». Упражнение 3, страница 68. Он мой. Дуб, снег, лед, год, дождь. Она моя. Елка, белка, бабочка, ласточка, ромашка. Оно мое. Солнце, море, яблоко, лето, дерево. Что разница в этих словах? Правильно, ребята. Эти слова разного рода. Точнее, мужской род, женский род и средний род. Давайте теперь сыграем игру. 4 лишний. Жара, метель, снег, шуба. Правильно, лишнее слово жара. Капель, ручей, мороз, просыпается медведь. Здесь лишнее слово мороз. Купание в реке, метель, жара, загар. Правильно, лишнее слово метель. Листопад, уборка урожая, лед, птицы улетают в теплые края. Здесь лишнее слово лед. Молодцы. Зима, белка, осень, весна. А здесь лишнее слово. Конечно, это белка. Сентябрь, март, октябрь, ноябрь. Правильно, ребята. Лишнее слово март. Итак, мы совершаем наш урок. Ребята, какое время года вы любите? Почему? Солнышко. А теперь, ребята, оцените свою деятельность на уроке. Кому из вас понравилось, как вы работали на уроке? Кто узнал для себя что-то новое? Кому было интересно? Поднимите желтую солнышку. Из них получится теплый день. А кому было неинтересно, поднимите красную солнышку. Из них получится пасмурный день. Домашнее задание. Упражнение 4, страница 68.
Урок окончен. Всем большое спасибо.